Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня я поделюсь с вами нашими идеями в области инвестиций в испанскую недвижимость, которую мы назвали пакетными предложениями. Это результат многолетней работы, постоянного анализа и движения вперед. Данное видео предназначено не только для инвесторов, претендующих на золотую визу, а в такой же степени, собственно, полезно абсолютно любым покупателям недвижимости в Испании. В интернете много говорится о грамотных вложениях в недвижимость, в том числе испанскую. Но что именно понимается под грамотными вложениями, этой информации найти мне не удалось, сколько я ни старался. Видимо, знание является сакральным, и никто им делиться не пожелал. Давайте я с вами сегодня им поделюсь. В процессе работы мы всегда призывали к рациональному подходу к покупке недвижимости в Испании. Нам было интересно не только, чтобы клиент купил с нашей помощью недвижимость, но и чтобы он оставался доволен своей недвижимостью, а соответственно и нами как можно более долгое время, желательно навсегда. Мы работаем на большом участке Средиземноморья на протяжении длительного времени и с большим количеством клиентов. Наработанная таким образом статистика позволила придать нашей идее совершенно четкие очертания. Клиент доволен долгое время только тогда, когда объект многофункционален. За большой промежуток времени жизненные обстоятельства человека изменяются очень сильно. Это экономическая ситуация, может быть лучше, может быть хуже. Вначале дети были маленькие, потом дети выросли, появились внуки, меняются жизненные приоритеты и так далее. Поэтому, если изначально подумать о том, что эту недвижимость можно сдавать в аренду, и в ней удобно жить без машины, из нее легко можно добраться до хорошего колледжа, добежать до булочной и многое другое, я сейчас говорю произвольные вещи, на самом деле перечислять все, что может быть, можно целый день. Со временем вам или вашим близким придут такие мысли о том, как можно ее использовать, каких у вас первоначально не было. Таким образом, ваша недвижимость сама начнет подсказывать вам новые планы, интересные проекты вашей жизни. Моя практика, жизненный опыт это многократно доказали. Большинство людей хотят быть грамотными, рациональными. Но однако приезжают они в Испанию, одни с романтическими идеями, другие с амбициями, плюс ко всему свежий морской бриз, солнце, вино, приветливая окружающая действительность. Все это вместе провоцирует волну вдохновения, можно сказать даже эйфории. Хочется воплощать свои мечты, амбиции и даже где-то превзойти их. Я этих людей прекрасно понимаю, но эта эйфория на какое-то время скрывает от покупателя реальность. И в этот самый момент как раз и делаются ошибки. Мы, как профессиональные агенты, более 20 лет наблюдаем за рынком недвижимости в Испании. Мы независимы ни от одного конкретного объекта. Мы можем холодным взглядом оценить все его плюсы и минусы. Мы нарабатываем многолетнюю статистику, сами продаем, сдаем в аренду, поддерживаем функциональность объектов. Таким образом, в наших руках находится вся замкнутая цепочка, весь работающий механизм инвестиций. Слабые места этого механизма для нас очевидны и даже известны заранее. Поэтому мы всегда можем помочь покупателю найти некий компромисс, устраивающий всех баланс между его романтической мечтой, амбициями и нашими прагматичными взглядами. Как романтические мечты, так и амбиции у вас, уважаемые зрители, могут быть совершенно неожиданные. Что касается нас, то мы должны их уложить в свои достаточно четкие профессиональные рамки. Какие же критерии мы используем как фильтр в случае формирования пакета предложений для инвестора, желающего приобрести группу объектов стоимостью кратной 500 тысяч евро? Дальше мы будем называть эту группу пакет. Так как пакет состоит из единичных объектов, то естественно сначала критерий применяется к каждому из объектов, а затем из них формируется пакет. Исходя из этого, любой единичный объект, отобранный с помощью фильтра, представляет интерес для покупателя. Итак, критерии. Критерий – востребованность недвижимости. Довольно емкий критерий. Мы его связываем не с размером и не с ценой объекта, а все-таки в большей мере с местом. Как правило, речь идет о местах, где есть большое движение людей и капиталов или окрестностях этих мест. По мере удаления от этих мест эффективность вложений постепенно снижается. В основном это, конечно, мегаполисы. Может быть прибрежная линия моря вне мегаполисов, особенно вкупе с легкой транспортной доступностью. Могут быть и другие места. Места эти мы называем центрами притяжения. Центр притяжения – это очень емкое понятие. Они могут дать работу большому количеству людей, дать хорошее образование детям, дать качественное медицинское обслуживание, обеспечить выбором в продуктах питания, в различных товаров,
обеспечить логистику для использования всего этого, удобный, быстрый, недорогой транспорт. Таким образом, центры притяжения и недвижимость в них оказываются востребованы большим количеством людей круглый год. А значит, в такой же мере могут быть востребованы вами и членами вашей семьи, потенциальными арендаторами, потенциальными покупателями. Критерий извлечения ренты. Он показывает, как быстро и по какой цене можно сдать объект в аренду. Базируется он на опыте и статистике. Это не рентабельность, это потенциал объекта извлекать рентабельность. Если вы имеете объект с арендатором, то можно на калькуляторе достаточно точно посчитать его рентабельность. Но если вы выбираете между двумя объектами без арендаторов, то здесь уже ни о какой рентабельности вы говорить не имеете права, поскольку впереди еще предстоит сделать анализ по каждому из объектов, найти для него адекватного во всех смыслах арендатора. Два объекта вам покупать не нужно, а нужно принять правильное решение. Тогда важно понимать, где потенциал для извлечения ренты выше. Критерий «Мобильность вложения» показывает, как быстро можно продать объект. Для каждого города и даже буквально для каждого городского района есть оптимальные объекты. Это, как правило, минимально достаточные объекты, которые способны удовлетворить большую часть кредитоспособного населения данного района. Это так называемые горячие объекты. Экспозиция этих объектов длится от нескольких дней до нескольких недель. Понятно, что для каждого отдельно взятого места это могут быть совершенно разные, иногда даже в разы отличающиеся по цене объекты. Когда мы подбираем объект, всегда сравниваем его, насколько он хуже или лучше гипотетически идеально востребованного объекта. Критерий «Потенциал затратности объекта». Здесь мы говорим о затратах, необходимых для приведения объекта в состояние, когда возможна его сдача в аренду или использование для ваших собственных целей. Если даже характеристики объекта весьма удовлетворительные, но при ближайшем рассмотрении мы понимаем, что он требует неких инвестиций для запуска, то уже смело можно рассматривать другие объекты по цене, равные сумме стоимости этого объекта и необходимых в него инвестиций. Тогда, возможно, мы сразу, без дополнительных затрат времени и сил, получим гораздо более интересный объект. Здесь же, в этом критерии, мы рассматриваем потенциал затрат на ТСЖ, товарищество собственников жилья. Если здание старое, то скоро потребуется ремонт фасада, менять трубы канализации, ремонтировать крышу, подъезд. Чтобы решиться на покупку потенциально затратного объекта, нужно как минимум иметь другие перекрывающие эти проблемы преимущества. Применяя критерии, мы незаметно приблизились к идеалу эффективности. Во-первых, намного выгоднее, если вложение состоит из нескольких небольших, минимально достаточных составных частей, их будет легче продать и сдать в аренду. Во-вторых, все эти составные части должны быть каким-то образом связаны с центрами притяжения, которые обеспечивают и подогревают спрос. В-третьих, объект должен быть свежим, если не новым, чтобы текущие затраты на ввод, эксплуатацию и поддержание были минимальными. На этих базовых принципах мы формируем пакетное предложение совершенно под любой бюджет. Мы не выходим со словами «а что бы такого мне здесь купить?», а идем от идеи, четко представляя, каков должен быть наш идеал. Иногда рынок своими предложениями не дает нам точно то, что нужно. Тогда мы ищем альтернативные, близкие по смысловому наполнению идеи, не упуская при этом знания критериев. Базируясь на этих принципах, можно подобрать небольшую квартиру, романтический домик на берегу моря и удовлетворяющий любым амбициозным замыслам особняк. А можно просто грамотно вложить средства, заставить их эффективно работать, а ко всему этому в нагрузку получить золотую визу для себя и всей своей семьи. Вот так обращайтесь. Мы сделаем эту работу и для вас. До встречи в Барселоне. Чао!